Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня мы поговорим о том, что волнует каждого жителя республики, о тех вопросах, которые вы, уважаемые телезрители, пишете в различных социальных сетях органов власти. О том, какие проблемы жителей региона сейчас самые актуальные, расскажет Алексей Белов, заместитель руководителя Центра управления регионом Чувашской республики. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, чем занимается Центр управления регионом? В чем ваша главная задача? Центр управления регионом – это координационный центр, который занимается обработкой и сбором обращений граждан, которые поступают в органы власти через систему открытого доступа, такие как социальные сети, портал госуслуг. И центр открыт где-то больше года назад. Центры во всех регионах открылись Российской Федерации по поручению президента. И вот с этого времени мы помогаем в решении тех обращений, которые оставляют граждане в социальных сетях, через портал госуслуги. Мы стараемся все эти обращения брать в обработку. Девиз нашего центра – знаем, решаем, предотвращаем, информируем. Собственно, этим мы и занимаемся с утра до вечера. Давайте разберем, как и чем вы помогаете. Поступило обращение в социальную сеть какого-то представителя органа власти, например, или куда-то еще? Да, что сейчас у нас у всех органов власти уже есть свои паблики, есть паблики известных газет, есть паблик у Центра управления регионом. Если поступило обращение в один из таких пабликов, системы, которые у нас есть, это инцидент-менеджмент, портал госуслуги, мы берем это обращение во внимание, мы его фиксируем, мы его обрабатываем, мы его передаем в соответствующий орган власти и контролируем процесс его исполнения. В принципе, за прошлый год таким образом было обработано более 60 тысяч сообщений. И среднее время ответа, который поступил гражданину, где-то около 4 часов. То есть мы стараемся как можно более оперативно дать хотя бы первичный ответ. Если так примерно посчитать, то это где-то около 200 обращений в день в рабочий. Поэтому это очень большой вал сообщений, который вот мы обработали в прошлом году. Хорошо. Удается помочь. Вот в течение 4 часов вы ответили. Вот дальше как-то вы прослеживаете судьбу? В течение 4 часов дается первичный ответ. То есть то, что мы увидели проблему, взяли ее в оборот. Безусловно, удается помочь зачастую достаточно быстро в решении каких-то небольших, может быть, таких вот бытовых проблем, потому что действительно очень часто люди обращаются именно по тому поводу, что их волнует. Вот он вышел, например, видит мусор, да, и нужно его убрать резко для того, чтобы это не мешало. Мы сразу это обращение фиксируем и передаем в соответствующий орган власти для того, чтобы быстро обработать. Вот буквально недавно вот на моей памяти новочебоксарцы обратились, что у них там на бульваре Зеленом, насколько я помню, был мусор, коммунальщики срезали ветки с деревьев, не убрали их. Обратился гражданин по поводу этого в социальную сеть. Мы быстро зафиксировали эту проблему, отправили в администрацию города Новочебоксарска, и эту проблему быстро решили. Но есть проблемы действительно системные, которые накапливаются, и мы собираем аналитику регулярно о такого рода проблемах и передаем уже ее в органы власти для того, чтобы проблема эта решалась системно, на уровне правительства, либо при помощи участия в федеральных программах. Вот таким образом, например, мы в течение прошлого года фиксировали в течение долгого времени частое обращение граждан по поводу строительства новых школ. Эта аналитика собиралась, была передана в правительство республики, и как результат вот буквально недавно было объявлено о строительстве новых 7 школ в городе Чебоксары. Часто одни и те же проблемы волнуют граждан, но тем не менее возникают время от времени проблемы, которые мы не фиксировали до этого, часто. Вот, например, по поводу безнадзорных животных. Было всего в течение года порядка 300-400 обращений по поводу безнадзорных животных. А в этом году резкий всплеск пошел с начала года. Где-то уже более 100 сообщений с начала года из Салата, из Чебоксар, из Шумерли. Мы видим, что эта проблема есть. Мы понимаем, что она эскалируется. Мы готовим аналитику для органов власти, для правительства. Мы подготовили эту аналитику, передали в администрацию главы. И буквально вчера на планерке этот вопрос уже был озвучен как действительно вопрос, который уже необходим для принятия каких-то решений, и было одобрено главой создание нового центра безнадзорных животных в городе Шумерле. И вот такие проблемы, они возникают. Спасибо большое национальному телевидению. Вы тоже нам постоянно помогаете именно в решении таких проблем, потому что проблема, если она озвучена, она уже на уровне власти видна, и мы ее вместе с вами решаем.
Спасибо вам, это взаимно. Скажите, какие вот сейчас самые актуальные вопросы от жителей вот за последние 2 месяца, так скажем, за этот год? В целом, на самом-то деле, топ-5 проблем, он всегда один и тот же. На протяжении вот последнего года в 5 самых важных проблем, самых часто упоминаемых жителями, входили обращения по вопросам коронавирусной инфекции, обращения по дорогам, обращения по благоустройству, по ЖКХ, качеству отопления и по образованию. В целом, вот эти 5 проблем, они в эти 2 месяца тоже являлись ключевыми. Вы работаете больше года уже. Вопросы первый год вот работы отличались вот от самых актуальных, которые были выявлены в этом году? Или они похожи? Ну, понятно, коронавирус, наверное, вопросы так и остались по коронавирусу. Какие вопросы еще вот чаще были, например, в прошлом году? На самом-то деле топ проблем, он в целом всегда примерно один и тот же. Да? Как я сказал, на первом месте у нас лидирует коронавирус. Да? Внутри категории время от времени, в зависимости от ситуации, меняется количество обращений по тому или иному направлению. Например, в прошлом году у нас очень было много запросов по социалке, по социальным выплатам, по благоустройству. А вот последние 2 месяца, конечно, вышел в лидеры вопрос, связанный с дорогами. У нас очень много снега, чистка дорог людей волнует, и поэтому мы эти вопросы все фиксируем, стараемся максимально быстро передать их на рассмотрение. Но действительно, как бы проблема, она вот насущная в этом году. И много снега, и действительно не успевает справляться, возможно, дорожное хозяйство. Поэтому вот эта тема, она сейчас превалирует. Угу. Я знаю, что при подготовке послания Олега Николаева он также опирался на аналитику Центра управления региона. Расскажите об этом, пожалуйста, какие вопросы больше всего его заинтересовали и что он в своем послании указал? Мы провели даже социологическое исследование. Это одно из направлений работы тоже нашего центра среди жителей Чувашской республики, потому что волнует людей. И много из тех вопросов, которые в нашей аналитике звучали, вошли в послание главы Чувашской республики. Это и вопросы выплат социальных, вопросы увеличения стипендий студентам и много других вопросов. И на самом-то деле мы очень рады тому, что блок в послании главы был посвящен в том числе и нашей работы. Нам очень приятна позитивная оценка главы Чувашской республики нашей деятельности. Действительно, у нашего центра хорошие такие достаточно показатели. У нас есть внутреннее рейтингование у всех, между всеми центрами управления регионов, и мы на хороших местах. Алексей Георгиевич, каким образом телезрителям обратиться можно в Центр управления регионом, чтобы вот их услышали и их вопрос зафиксировали? Чтобы ваше обращение было услышано и попало в обработку через Центр управления регионом, необходимо воспользоваться 2 основными каналами. Это, во-первых, социальные сети. Вы можете опубликовать свое обращение в любом популярном паблике, в любом комментарии. Оно нашими системами будет отловлено, зафиксировано и передано в работу. Либо через портал госуслуги, через систему портал обратной связи. Баннеры этой системы расположены на всех сайтах органов власти. Заходите через систему госуслуги, оставляйте обращение. Оно тоже попадает в спектр, в центр нашего внимания, и мы берем его в обработку. Недавно еще появился один достаточно интересный способ подачи обращения через систему Алиса портала Яндекс. Вы можете по определенному алгоритму наговорить Алисе свое обращение, оно также будет зафиксировано нашими системами, и мы возьмем его в оборот. Поэтому я всех призываю воспользоваться этой хорошей возможностью для того, чтобы быстро решить вашу проблему. Спасибо вам, Алексей Георгиевич, за полезную и важную информацию. Думаю, наши телезрители обязательно воспользуются такой возможностью. Наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Алексей Белов, заместитель руководителя Центра управления регионом Чувашской республики. До свидания.